Друзья, привет! Сейчас будет очень важное видео, поэтому прошу вас им поделиться. Пожалуйста, это важно. Мы сейчас будем говорить о Чечне и Ичкерии и о проекте постановления, которое я с коллегой Мусой Магомедовым внес в Верховную Раду о признании независимости Чечни. И о том, какая истерика и что творится там за поребриком, вы себе не представляете. Сейчас обо всем подробно, вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Здесь самое важное: с саммита НАТО, с ПАСЕ, с передовой, из Одессы, Киева, из самых важных и значимых мест и общение с самыми важными людьми. Поэтому, друзья, нельзя пропустить, нужно подписаться. Поехали! Я вместе с моим коллегой Мусой Магомедовым внес проект постановления Верховной Рады о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия. Немножко тут нужно истории. И давайте начнем, почему вот мы непосредственно, потому что я создал в Верховной Раде межфракционное объединение «За Вильный Кавказ». В него вошло 10 депутатов и из всех фракций, и оппозиции, и «Слуга народа», в общем, все там есть. И мы вот сначала первый проект постановления, который мы внесли, о геноциде черкесского народа. Это страшное преступление, которое произошло в 19 веке, когда просто черкесов, как их тогда называли, просто фактически уничтожали и выгнали с их земли. Их переселяли в Турцию, многие туда не добрались. В общем, такой вот первый, его называют первой такой этнической чисткой или первым геноцидом вот современной истории. Многие международные исследователи. Мы внесли это, проект постановления. А также вот сейчас мы вносим проект постановления о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия. Напомню вам чуть-чуть истории. В составе советского, дальше чеченцев и ингушей, вот я рассказал о геноциде в 19 веке. В 20 веке был новый геноцид черкесов и ингушей, как вот и крымских татар. Их выселили с их родных земель, гнали в товарных вагонах для скота, перегоняли далеко на восток, в глубину Советского Союза. Многие очень погибли в этой дороге. В общем, это ужас, такая жуткая совершенно депортация. Кстати, это же происходило и с украинцами, с Галичины. Вот у моей супруги, ее дед был в УПА и воевал в УПА. И его семью вот также в товарный вагон посадили и погнали в Забайкалье. И вот сестра ее отца, маленькая девочка, умерла на руках у мамы. Ее даже не дали похоронить и выкинули из этого вагона. Вот можете себе представить. То же самое происходило с крымскими татарами. Кстати, у нас в объединении есть Ахтем Чийгоз и крымский татарин. И с чеченцами-ингушами. В общем, жуткий снова геноцид. Потом они вернулись себе домой. И в начале 90-х они захотели, понятно, с таким отношением к ним. Когда была такая Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика, в 91 году они заявили о своем выходе из состава Советского Союза, из Российской Федерации, соответственно. Провели выборы, на которых были международные наблюдатели, там 72% пришло граждан, 90% проголосовало за Джохара Дудаева, генерала, в качестве президента. Значит, он начал строить независимую Чечню. Конечно, как вы можете себе представить, и вы видите, это империя, зомби-империя российская, ее это не устроило, и она устроила новый геноцид чеченцев. 2 чеченские войны, просто колоссальные массовые убийства, там разные цифры говорят, что там до 20% жителей Чечни погибло. Можете себе представить эту страшную цифру. Речь идет о сотнях тысяч погибших. И уничтожали, стирали целые города. Вот все то, что мы сейчас видим, вот Грозный, Аргун, все то, что сейчас мы видим в Мариуполе, Волновахе, Северодонецке, все это уже было. Все это было в Чечне. И таким образом подавили сопротивление. 2 войны понадобилось против маленькой Чечни, которая сражалась сама. Вот сегодня Украине помогает весь свободный мир, а Чечня сражалась сама и сражалась отчаянно. Фактически в первой войне победила, но в конце концов их уже Путин додавил и установил там вот этот режим Рамзана Кадырова. Значит, этот урод, коллаборант и предатель вчера тоже вылез.
в ответ на мою инициативу и разродился там огромным постом, значит, ну, какой-то бредовым, что что-то то не так, и это что-то там не то. В общем, ну, просто бред. Посмотрите на этот его пост. Якобы Ичкерии уже не существует 30 лет, ну, что-то вот в таком духе. Ну, вообще, это тот самый клоун, который там рассказывал «Я Россия», Рамзанка Дыров. Вы-то кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской Республики, госслужащий, я это Россия. Вот, и вот этот Рамзанка Дыров, значит, выпал с вот этим постом, но очень показательно, побоялся даже делать какое-то видео. Очень интересная реакция российской пропаганды. Смотрите, когда у них есть какие-то темы, которые они хотят раскрутить, ну, вы знаете, получается, Поповы, Скобеевы, вся вот эта вот шушера, соловьиный помет. А здесь, друзья, им дали команду полная тишина. Выпустили типа либералов, значит, Ксюшу Собчак, шестерку путинскую, вот эту предательницу Юлию Витязеву, значит, из Одессы, которая рассказывает, что это глобальный заговор против России. Впереди признание и бурятов, и других. Правильно, и буряты тоже заслуживают абсолютно на самоопределение. В этом нет никаких сомнений. Но посмотрите еще раз реакцию. Очень показательно. Они боятся даже говорить о независимости Чечни. Слово «Чечня» до сих пор в них вызывает страх. После того сопротивления, которое оказал чеченский народ. И сегодня многие чеченцы сражаются за Украину в составе Збройных сил Украины, спецподразделений, и у них есть отдельные свои подразделения, батальон имени Шейха Мансура, батальон Джохара Дудаева. Кстати, есть видео, как я общаюсь с командиром батальона Шейха Мансура, я оставлю ссылку в описании, как я общаюсь с Ахмедом Закаевым, главой правительства Чеченской Республики Ичкерии в изгнании. Я тоже оставлю ссылку в описании. Посмотрите, там очень, я думаю, это важные видео, которые вам намного откроют глаза, если вы их еще, конечно, не видели, это общение. В общем, друзья, в России паника. Мне там передают, что это вот там вообще вызвало шок. Они пытаются как можно эту тему погасить, они вообще не говорить. Они надеются, что если вот они там, ну понятно, Рамзанка Дыров, он не мог, Рамзанка, это промолчать. Ему нужно было что-то дать. Но и то, видите, видео побоялся делать, и стихи писать, и песенки петь, и ситком какой-то снимать, как он там в последнее время делает, в том числе как он там с Зеленским, это истерика. Если вы не видели, посмотрите. В общем, но сделал просто пост и все. И боятся об этом даже говорить на центральных каналах, потому что они очень боятся трогать эту тему. Поэтому, друзья, мне нужна ваша помощь. Помогите мне распространить это видео, чтобы как можно больше людей узнало, что в украинский парламент зарегистрировано постановление о признании независимости Чечни. И это на самом деле серьезно. Я очень хочу, чтобы как можно больше людей в Чечне об этом узнало. И в конце концов скинуло это ярмо, которое вот, и этого предателя, коллаборанта Кадырова освободились от этой зомби-империи. Сегодня идет борьба за свободу, на самом деле, многих народов. Российская Федерация – это тюрьма народов. Это известно еще со времен Российской империи, Советского Союза. Ничего не поменялось. И нужно раз и навсегда с этим покончить. Друзья, держим строй. От нас, вот с атаманом, вам всем привет. Пожалуйста, поделитесь этим видео, оно действительно очень важное. И враги пытаются все сделать, чтобы о нем как можно меньше узнали. Вы можете это изменить. Держим строй.